культурных инициатив по проекту «Вековые традиции через время и расстояние» продолжает свою творческую встречу. Сегодня у нас в гостях художник-живописец, член Союза Международной Федерации художников и Ассоциации Союза художников России Алис Атив. Художник работает во многих направлениях и стилях живописи. Пишет портреты, натюрморты, скульптуры, расписывает бубны и стены. В 2018 году Алиф открыла арт-студию, в которой является она и основателем, и руководителем мастерской художника. Пожалуйста, слово передаю Алис Атив. Здравствуйте. Звук отключен. Звук отключен. Всем привет. Алиф. Всем привет. Меня слышно? Да, слышно, слышно. Всем привет. И я Алиф Атис. Я живописец, художник. Ой, можно заново, пожалуйста? Я запереживалась. Меня слышно? Добрый день, да, слышно все, слышно, Алиф. Угу. Можно начинать, да? Алиф, можно начинать. Хорошо, всем Я привет. смотрю, уже презентация есть, да, хорошо. Угу. Всем привет. Меня зовут Алиф Атис, я художник-живописец. И хочу немножко показать и рассказать о своих работах и о себе. И добро пожаловать. Здесь это мой прадедушка Михаил. Ой. Вы листаете, да? Что-то, ну, как бы у нас добро пожаловать на экране. Как мне вернуться обратно? Алиф, просто нажмите на нужный слайд. У вас стоит на первой. Нажмите на второй слайд. Вот, все видно. Угу. Как буду делать, да? Можно так делать. Ага, хорошо. Здесь мой дедушка, прадедушка. Вот. Можно, пожалуйста, вот сейчас... А можно ли вот это изобразить на всю страницу? Да, можно, вот где слайд-шоу нажмите. Сейчас. Слайд-шоу. Нажимаете, да? Сейчас. Это у меня сканер. Алиф, можно нажать F5. Да? Сейчас видно? Нет, ну, там другой экран, видать. Или зависает кто-то. Вместе же. Угу. Ладно, тогда так буду показывать. Пускай так будет, ага. Михаил Семенович, это мой прадедушка. Он был председателем Ревкома и активистом с образованием человек. Вот. И он был коневодом. Вот он мой дедушка. И, ой, прадедушка и дедушка на коне, да, он тоже был коневодом. Вот. И получается так, что мой прадедушка, то есть жена его, Федора, сестра писателей Неустроевых Анны и
Денисовича и Николая. Они писатели, она пишет она писала детские книги, журналы, и они в Улусе открыли первую школу. И Николай Денисович тоже писатель, очень хорошие драматические книги писал, он драматург. И также как «Рыбак», очень известное произведение, «Дети и Петь», это тоже его произведение. Вот. А также это их мама, Ксения, вот, Анна и Николай устроили писатели. Тоже, получается, это моя прадядя и прадядя, да? Вот. Это мой папа, он ус по дереву, его Михаил зовут. И с детства получается так, что я выросла в семье, в творческой семье, получается, и здесь все мое детство, все помню, что мой отец делал линкебигер, бастына, он очень все это вручную делал, из мельхиора. Также Чарона сейчас делает, но раньше он украшения делал очень красивые, вот. А сейчас он занимается именно бубнами, чаронами, музыкальные инструменты делает, а также ну вот КДЯ, вот эти национальные посуды, вот. И мой отец, конечно, он участвует в этих выставках, ну, редко участвует, вот. И он все вручную делал. И в детстве я помню, что мы все садились, нас трое девочек и сестрами архитектора, вот, и мы брали инструменты, ну, и гравировали чараны, а также у нас плоскогубцы в руках были, тоже линкебигер делали, а папа узор все это вручную сам делал, все сам вырезал, мы ему чуть-чуть помогали. Вот. Все в детстве я рисовала. И в свободное время, и вместо игр тоже это все больше рисованием было. Я рисовала маленьких людей, рисовала такие домики на 4 формате, рисовали, вот. И получается интерьер, мебель, все это сами делали вручную, то есть на бумаге рисовали, вырезали. И вот это все сохранилось, но это лежит у родителей, вот. Тоже было интересно. Вот это мой папа, он чараны делает здесь. И моя мама, она учительница, преподаватель. Работа моего отца. Здесь тоже фронт-арт. Это натюрморт мой. Здесь написала работу своего отца. Но здесь немножко коллаж как бы присутствует. Если увидеть, то фон у меня лошади здесь. И здесь изобилие, да? Можно увидеть кюрчах, мыс. Но в моем понимании вообще я против, ну, вот этого алкоголя, против. Поэтому здесь я вставила молоко, не кумыс. И здесь получается балык, тоже жареный, наша брусника, вот, на фоне природы. Вот эта картина тоже. Это первая картина была. А потом вот эту картину я уже несколько раз повторяла. К сожалению, у меня очень много своих работ. Это очень старые работы, я вам показываю, потому что новые работы, к сожалению, они не сохранились. У меня 256 гигабайт было на телефоне, именно на айфоне, и у меня получился такой сброс случайный, и все работы мои, мастер-классы все пропали. О, Да, и это очень жаль, у меня этих работ нету. конечно, очень жаль. Здесь изображен,
Это Ух ты. называется, Мгм. вообще гранат считается таким для плодородия, ну, как яичники говорят, гранат представляют люди. Вот. И здесь, получается, одна девушка, одноклассница моя, она попросила нарисовать гранат, она не могла несколько лет играть, и она сказала, нарисуй мне гранат, говорила, но я вот снизу хотела нарисовать гранат, чтобы она знала, что это. Вот получилось, что после завершения этой картины она забеременела. И вот я Как рисовала, красиво. писала пионы на YouTube-канале, показывала, можете тоже урок посмотреть. Это писала где-то 5 часов, но это быстрая работа была. У нас они как красными. Вот. Другой пион у нас есть, вот такой красивый. Это маме на подарок 8 марта рисовала. Это первая моя картина маслом. Это, получается, мне тюбик подарила мама. Не тюбик, а набор этих масляных красок. И получилось так, что эти краски, к сожалению, я не использовала почти. Я так хранила себе, потому что было такое, что, не знаю, раньше масляные краски дорогие были и малодоступные. Получается, она мне подарила в детстве. Вот. Я не использовала их, получается, эти краски не испортились. Вторая камера не работает, да? Не работает. Так. Вот. Так что эти краски они испортились. Получается, что новые краски я взяла и нарисовала первую картину. Вот так. Не нужно, я считаю, не нужно хранить, надо сразу использовать. Вот. Здесь, получается, каменные цветы. Это тоже один из первых работ. Здесь, получается, натюрморт справа, это с натуры картина. Это, получается, осенние цветы. И здесь, получается, мы собрали их под конец, когда первый снег выпал. И все это положили в такой маленький бетончик. Это советский бетон, очень интересно было рисовать. Вот. А здесь уже это третий пион, который более такой авангард, это смешанный стиль. В сером фоне, именно это как интерьерная картина идет. Очень много картин, к сожалению, я не могу показать, так как их у меня нету. Это тоже триптих был с Ириной Поли. Получается, моя ученица, она даже меня представляла в гостях на моей персональной выставке. Вот. И я ей очень благодарна. И она даже мастер-классы показывала. Вот, она у меня училась, и она сама тоже очень творческий человек. Она сейчас тоже рисует, и общественный деятель. Вот. И получается, мы триптих нарисовали. К сожалению, этой фотографии нету, где и с Марией, и с Ириной были. Я вот эти вот этих триптих нарисовали именно подснежников на конкурсе. И, конечно, мы стали лауреатами вот этой работы. Здесь, получается, это уже повтор той картины, но это уже заказ был на 70 000 рублей. Мне показали размер на 80-60, но это повтор этой картины, потому что оригинал, к сожалению, я не смогла продать, потому что оригинал мне очень дорог. Вот. Здесь, получается, натюрморт, тоже немножко цвет изменен, поярче нарисовала, чтобы как-то объемнее, немножко где-то, вот эти, чуть-чуть по-другому сделала. Вот, это я в детстве тоже. Так, здесь немножко хочу рассказать о том, что
Не обязательно только можно картины писать, да? Можно также рисовать, расписывать какие-нибудь, не обязательно бубны, это у меня бубен, натуральная кожа, отец делает бубны, и получается, мы тоже раньше помогали, и мне папа, мама предложили нарисовать на бубне, да, и вот здесь я нарисовала такой сюжет, космический, абстрактную картину, и получается, вот этот рисунок сейчас находится в Москве, купили сразу, и получается, еще заказали в Москве другую абстрактную картину на тему севера, лень, вот. Вот эта картина очень понравилась, но было такой момент, что на выставке очень много людей говорили, что на бубне нельзя рисовать. Очень некоторые осуждали даже, да, некоторые, ну, по правилу, если в крови есть шаманы, да, у нас говорят, что есть шаманы, но не говорят, это правда. Я считаю, нужно вот нужно меняться все равно. И то, что творчество должно развиваться. То есть не нужно какие-то эти делать. То, что это нельзя, тогда развития никакого не будет. Вот. И здесь, получается, я космос нарисовала. Здесь много такого неземного, да, но вроде есть силуэты, что люди, да, похожи на людей, на шамана. Вот. Но большинство людей, конечно, за то, чтобы на бубнах были рисунки. Даже очень любят иностранцы такие картины, именно на бубне рисунки. Вот. Здесь тоже очень понравились сюжеты именно про... Я на ютубе видео было именно про Харчана. То есть это медведица родила медвежонка, и Харчана называли, Харчана, по-моему, да. И вот эти картины очень... Я именно, как сказать, нарисовала, и людям очень понравилось именно делали медведи. Даже заказали. И сейчас эти картины находятся не только в Якутии и за пределами. Вот. И тоже на тему космоса, потому что это именно Вселенная, это создание, да, всего живого. Здесь очень много, ну, более праздничный рисунок этот бубен у нас. И такие картины тоже очень людям нравятся. И кому-то понравилась моя картина, которая сейчас находится в Америке, в частной коллекции. И получается, именно хотели на бубне изображение этого рисунка абстрактно, ну, такой смешанный стиль, конечно, это может быть и авангардизм есть, да. И вот этот рисунок, именно этот бубен, то есть это большой бубен, и сказали нарисовать именно мою же картину, только на бубне. Это очень старая работа справа. Здесь у меня, можно сказать, один из первых. Это рисунок я взяла, даже не взяла, в книге видела, именно как лошадей именно, ну, стоят возле этих церквей, да, и повторила. Это фотография была. Вот. Здесь у нас тоже, опять же, на тему медведей. Эти картины очень нравились. Вот. Опять же, на тему космоса идет. Это тоже очень старые работы. И получается, что и в Канаде, то есть папины бубны очень много заказывали иностранцы, там, и по России, и по Якутии. И я их не все расписывала, но расписывала очень много бубнов. И здесь, получается, я только малую часть вам показываю. Вот. Здесь баянай. Баянай — это дух, да, ой, как сказать. Баянай — это Это дух леса. дух леса, Охоты. да. Вот, спасибо. И здесь, получается, мне сказали многие, и в том числе отец,
Мне говорят, что не показывает картинки. Ребята, скажите, пожалуйста, показывает? Показывает. Не видно. М, Показывает, все хорошо? да. Здесь в БНР мне сказали, что нужно рисовать женщину, девушку, потому что БНР это больше всего говорят девушка. Здесь Странно. А кто так сказал? в интернете говорят, и тоже мысли у людей разные, потому что Мгм. война это может быть и женщина, и мужчина, но это дух на самом деле, мы не знаем, и каждый видит по-своему. Да. Да, здесь даже можно и ворону нарисовать, да, но здесь у меня другая птица, тоже люди по-разному, очень интересно советуют, рассказывают, вот. И тут тоже заказы были такие интересные, мужчина и женщина, как бы, два цветка и дети, да, вот. Здесь, получается, тоже вот такие маленькие сувениры были, расписаны, очень интересные, тоже на тему космоса. Ну, здесь, получается, это дипломная, то есть дипломные работы сдавали, тоже фотографии, но очень много мало фотографий осталось. Здесь, получается, моя картина, батальная картина, панорама. Вот эта картина тоже, по этой картине стала лауреатом. Это Сталинград, битва, да, это, получается, именно во имя победы, именно после этого они победили. Вот, и здесь снайпер Хлопков, я его написала, именно нашла фотографии в интернете, и по этим картинам я стала несколько раз лауреатом в республиканском, региональном и в всероссийском конкурсе во имя победы. Вот. И получается, вот эти картины, они были на выставках, то есть выставки в Москве. Вот. Тоже по этой картине я стала лауреатом. Здесь, получается, ракета летит. Вот, ракета летит, и свет идет на лицо. Вот, изображение. Так, извините, пожалуйста, у меня ЧП. Я упала. Можете, пожалуйста, чуть-чуть паузу сделать? Можно. Нашу природу. Ну, сохранились очень мало Мгм. картин, а так у меня много картин, я неправильно сказала. Мгм. Очень хорошие Расскажите, картины. Мгм. расскажите, пожалуйста, о происхождении вашего имени. Очень необычное такое. Это или псевдоним, или ваше имя. А происхождение имени, это, получается, мама меня больше Лив назвала, и потом Алиф, вот. И Атис, это, получается, с креольского картина. Это Атис, это, получается, у меня псевдоним. А, Псевдоним, значит, да? Алиф, Так, это вы нам немножко расскажете о вашей студии, арт-студии, где находится, и кто там занимается. Да, сейчас немножко расскажу. Я найду именно про арт-студию. Так. Получается так, что в 2018 году я первый раз ко мне девочка приехала из другого города, из России, и сказала, ну, чтобы я ее обучала чуть-чуть, я ее учила именно якутским национальным этим посудам, как рисовать. И она у меня училась, и после этого меня вдохновила эта девочка, потом уехала к себе, вот, в Саратов. И, получается, мне понравилось и вдохновилась. И первый раз в 2018 году я арендовала балкон. И
получается, после этого даже первый мастер-класс я провела у себя дома, да, вот, а потом на балконе у нас очень много желающих было, и получается в центре Якутске я открыла вот именно мастерскую, арт-студию, да, ко мне люди приходили, и дети учились, и разных возрастов люди, и я у них чему-то научилась, и я очень им благодарна. А сейчас я чуть-чуть приостановила мастер-классы, студии пока отменила, и получается так, что это все из-за пандемии, потому что у нас разные возрасты ходят, да, и, конечно, пока не провожу, да, только онлайн. Вот. Здесь... А вот мгм. по Zoom мастер-классах в основном дети занимаются, да, или взрослые? В основном взрослые занимаются, дети тоже ходят. Самый маленький мой ученик, то есть ученица 4 лет была, и самый старший возраст это 85 лет. И получается, у нас больше взрослые ходят, конечно, и молодые, но именно взрослые, скажу честно. Мгм. И насколько трудно учить взрослых, можете сказать? Есть какие-то различия, да? Подготовленные приходят или которые вообще не умеют рисовать? Приходят именно неподготовленные, первый раз даже никогда в жизни не рисовали. Ко мне приходили пожилые люди, и они рассказали, что им не давали вообще ни кисть, ни время, чтобы рисовать в творчестве, да, и все считалось это как-то плохо, да, что рисовать это плохо. Просто, может, времени не было у них. Ага. Да, у них и средств не было, и учиться негде было, да, и так получилось, что и родители не разрешали, все говорили, что ты не научишься никогда рисовать. Все, оказывается, так мне рассказывали многие, и первый раз они держали кисточку, и вот эти краски, им так понравилось, они уходили такими радостными, и еще приходили, и получается, что у них все получалось с первого раза, и большинство людей получалось. И сейчас, Вдохновляли, да, наверное. и сейчас некоторые тоже рисуют временами. И даже помню, что одна женщина, Галина, и 82 года, по-моему, 83, 84, я уже забыла. И вот сейчас я покажу ее фотографию. Да, не раз учиться. Вот Галина сидит. Она, оказывается, раньше рисовала, только она самоучкой была. Лет 30-25 лет назад. И получается, ее картины так сохранились, что вы удивитесь. Она, оказывается, рисовала именно в таких обычных картонных бумагах она рисовала, вот именно от коробок, да. И эти коробки, да, получается, вот, рифленые коробки, которые именно вот обычные коробки, да, и она не грунтовала, оказывается, и она поверх рисовала, просто не грунтуя, и получается, она принесла эти картины, и они так хорошо сохранились, я даже не пойму, как вот этот цвет сохранился хорошо, потому что она даже не грунтовала, получается, и даже вот эти уголки у нее были такие аккуратные, даже вот этот картон даже сам не испортился, вообще как новенький. И получается, Ну, хорошо хранила, наверное. да, очень хорошо хранила. И Вот получается, еще вопрос, что вы разрисовываете бубны, да, и еще стены. Может, немножко расскажете, вот такую стену, что за стены вы рисовали? В каком стиле? можно чуть-чуть, я сейчас подойду, кто-то падает, все падает. Всё. Сейчас надо разрисовывать в здании, да? Мне предлагали рисовать вот батареи. Я нарисовала вот чуть-чуть, ну, не сильно много рисовала. Я только как бы начала этим заниматься.
Вот, и маленькие кусочки стен, это совсем маленькие. Вот. Ну, конечно, хочется именно на большом формате рисовать, то есть именно большую часть стены, да, или хочется... А вы хотели бы здание нарисовать, да, в здании? Сейчас Да. же это... Да. Да, у меня есть в планах, конечно, очень хочу вот, именно И интересно, у нас в Якутске, что бы вы нарисовали бы в нашем здании, например, в большом здании? я хочу баянай нарисовать очень. И Якутские мотивы? вот якутские мотивы, да, баянай, там, буков, вот, и Да. узоры, да, очень хочу. Очень красиво было бы, да? Спасибо. Так, Большое спасибо, Алиф. Вот у меня Может- тоже вопрос. Как вы продвигаете свои работы? Вы упомянули, что вот ваши бубны в Америке, там, ну, где-то еще за пределами Якутии. Мгм. Мгм. И как-то их увидели, приобрели. А где их увидели? На выставке, да? Сперва бубны, получается, да, можно сказать, в магазинах продавались. И именно я ходила на выставки, помню, в Азию. Именно в Азии открывалась, получается, магазин. И там выставка была. Получается, там очень много бубнов было. И один человек, который сидел, России, да, и увидел эти работы, и восхитился, и взял всю работу именно по бубнам, и также приобрел национальные эти. А вот у меня такой вопрос тоже. Вот эти бубны, да, на которых вы рисовали, да, это отец делал, да, бубны? Бубны у меня, да, отец делает и с мамой, вот. И Они, раньше если они предназначались как сувенирные, наверное, да? Именно под рисование. Там кожа же. скажу, что есть там именно шаманские бубны, есть музыкальные инструменты бубны, да, а также есть именно сувенирные. Мгм. А у Вот вас были вам- сувенирные, да? Они какого размера у вас? Раз уж пошел разговор. Бубны самым Ага. маленьким форматом А4, ну, допустим, представить А4 бумагу, вот такого формата Мгм. самый маленький Ну, это бубен. сувенирные бубны, ага. Да. Потом идут детские побольше, потом еще больше, и потом все, большие бубны, которые... Ну, бубны так из кожи же, да, на коже рисовать, там краску впитывать, потом сохраняет, да, на коже, например, водостойкий или как, Там например. получается именно натуральная кожа оленя, да, лайкра, и как это называется, вот, и получается все это сам обрабатывает, все сам делает, вот, и получается я наношу лак сперва, чтобы краска хорошо встала, да, именно бывает, что краска по коже не очень хорошо ложится, и поэтому сперва лаком покрываю, и получается, что вот эти краски, они специально акриловые, по коже, по ткани, да, они подходят. И затем, конечно, нужно обязательно опять же лаком покрыть, чтобы сохранить именно акриловую Ну, со краску. временем что не стерлась краска, да? Ну, Да. тогда этот бубен звучать не будет. Нет, будет звучать. Будет звучать? Да, можно я сейчас принесу один бубен и покажу? О, Да, давай. Мгм. Это бубен с роялем. Мгм. Но он звучит, просто у меня сейчас колотушку я не нашла, к сожалению. Мгм.
Она очень хорошо. Звучит хорошо. Ага. А вот на продажу они есть, да, или нет? На продажу папа делает, да. Вот у нас от слушателей вопросы. На заказ вы пишете картины, портреты? Спрашивает. Спасибо за вопрос. Хочу немножко про портреты. Да, я беру заказ на портреты. Хочу чуть-чуть рассказать про портреты. Здесь я рисовала отдельно нашу главу. Вот. Здесь вот картины. По фотографии рисую, с натуры тоже можно. Но с натуры люди не выдерживают. Ну, конечно, могут и выдерживать, но получается все равно фотографию предлагают. Вот. Это Это на заказ тоже было, да? заказ. Мгм. Получается, это большая картина была, больше 100 сантиметров в высоту, по-моему, 110, 120, и в ширину, по-моему, 100, да, или 90. И эту картину до такой степени, ну, я не знаю, но ему понравилась работа, вот, и он вторую картину заказал. Он сейчас живет в Москве. Вот. И Мгм. вторая картина тоже он и себя же заказал, очень красиво, ну, красиво получилась, тоже большая картина. Вот. А здесь фототент, ну, руководитель фототента заказал портрет именно Тохманет Таха. Вот. Мгм. А также портреты. Ну, конечно, здесь очень мало портрета. Это такие работы более такие ранние. Но сейчас очень хотела другую работу, но, к сожалению, потом не нашла другие работы. Здесь тоже люди заказывали работы очень классные. И с Мирного, с разных городов, с Санги заказывали, с Якутска, с Алдана заказывали, с Горного. Ну, по Якутии очень много портретов люди заказывают больше всего, да. И также и с Москвы заказывают, вот. Ну и здесь тоже мужчины очень любят дарить своим друзьям картины охоты, вот, или такие национальные картины любят, именно в национальной одежде, да. Здесь, ну, получается, здесь очень люди хотят именно фотографичности. Если Мгм. написать по другой технике, да, ну, не реализм, то людям не нравится. То есть люди больше хотят именно как фотография, фотореалистичные картины. Вот. Здесь тоже охотника заказали, то есть на день рождения. Здесь вот такие прекрасные, замечательные работы семейные. Вот. И люди, которые заказали, они обязательно повторно заказывают, потому что один человек у меня больше 5 работ заказывал, к сожалению, эти винтажные работы не сохранились, только одна работа из них сохранилась, я чуть позже покажу. И люди любят, оказывается, очень себя как герои, чтобы изобразили, да, это получается из фильма, а голову, лицо я, ну, Да, 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 да. нарисовала, вот. Ну, они себя любят, вот. И получается, здесь тоже очень замечательная работа. Глава у Селданского улуса тоже на подарок заказывал. Семейные работы, портреты, да. И на чашке любят заказывать свой портрет. Это очень ранние работы. Значит, не обязательно позировать портреты, да, а можно и фотографии просто отправить, да? Да, не обязательно позировать. Лучше фотографии, конечно, потому что времени свое время главное не тратить. И получается, именно по фотографиям, если хорошее качество, конечно, качество лучше будет. После заказа сколько времени проходит, например? Писать картину, Да, сколько времени пишется картина? сколько времени? Портрет. Получается, можно и за один день написать портрет, но это уже сильно и спать, ну,
если не спать, то можно за один спать, Точно. но качество, конечно, не очень будет, потому что Ага, у нас спокойно. задержка будет. Лучше время дать, потому что самое лучшее это 2 недели или неделя. Бывает, что я месяц рисовала портрет большой. Вот. Не спеша рисовать, качественнее получается. Вот такие людям нравятся еще такие национальные картины, именно изображение ребенка с лошадью, да. Вот такие путешествия. Очень любят домашних животных, чтобы, ну, анималистику любят люди. И пейзажи. Здесь я дедушку написала, но картина некачественная, потому что я качественные картинки, фотографии очень потеряла. Вот. Вот, и еще портреты, и вообще любые картины, которые заказываю, время зависит именно от сложности работы, вот, и качество фотографий, да. Если люди большой, ну, именно национальный костюм закажут, и все, чтобы все Да. то это долго будет, конечно. Вот это винтажная работа, да, то есть один человек, Да, узнаем нашу. мужчина больше, ну, не ребенок, а мужчина заказал очень много страшных работ, именно супергероев, да. А также мне нравится абстракцию рисовать, абстрактные картины. Здесь можно увидеть тоже ну, такое появление или возрождение, да. Здесь можно увидеть много чего. Люди видят ребенка, человека, да. А если перевернуть эту картину, можно увидеть медведя вот справа, да, медведь борется с Йети, да, или с снежным человеком, можно как угодно подумать. Но это здесь получается картина борьбы. Некоторые маки видят, некоторые по-разному, да, вот. И получается вот такая работа, если это недавно я написала эту картину, это пастель, масляная пастель и акрил. Здесь я изобразила работу своего отца. Это больше смешанная стиль, да, абстрактная картина, модерн, да. И здесь можно много увидеть. Многие видят, вот мой друг из Кореи видит лягушку в отражении зеркала, да. Некоторые много зеркал видят, потому что они не знают, с чем эта картина связана. Можно увидеть здесь профиль моего отца. Здесь, получается, я его работу изобразила примерно, да. Вот. Здесь тоже такие, очень людям нравятся такие картины, жидкий акрил, вот, тоже абстракции. Здесь очень много чего можно увидеть. Женщину беременную, да, или тут еще одна девушка. Можно много чего увидеть. Вот. Эта картина находится в Москве, тоже абстрактная, тоже тема. Это повтор картины, которая сейчас в частной коллекции находится. Вот этот олень первый, вот здесь уже несколько оленей заказывали. Здесь очень много картин. Одна женщина взяла, у меня очень много картин, сразу все. Ну, очень много и копии были, и оригиналы были. Вот. Здесь получается именно северный абстрактный мотив. Вот. А вот как у вас происходит процесс отправки картины? Допустим, если заказываете из Москвы или из Америки, вы их по почте как-то отправляете, с доставкой? Или как? Вопрос, получается, по республике я сама, по России я сама отправляла, а в Америку я отправляла через людей, а также магазины сами отправляют. То есть люди сами покупали и сами уносили с собой. А почту, конечно, заказывали из Иркутской области, из других областей, но они сами оплачивали доставку полностью. Бывало, что Бубин, который меня заказывали, там, оказывается, если хотят срочно, они очень много платят. И, да, и было, что, по-моему, не помню, 7 тысяч, что ли, отправка была у них. Но они оплатили сами. Вот. И также вот такие очень людям нравятся пейзажи, работы Италии или Крыма. Вот. Спасибо. Ну, Венские столбы тоже, наши местные картины тоже очень популярны.
Дизельный кон, тоже лошади бегают. Мгм. Таким Как вот, например, вы подбираете раму, допустим, в картине? рамку выбираю именно... Люди сами говорят, сами выбирайте багеты. Багеты именно на свой вкус, потому что людям сложно, кажется, выбирать. Поэтому я выбираю по картине именно, где больше цветов вижу, вот этих оттенков, да. Именно если это светлая картина, то я выбираю светлый багет. Если там много белого цвета, да, я выбираю именно по картине. Конечно. И потом Нет, я вас слушаю. заказываете, получается, в багетной мастерской, да, как-то? Да, багеты я в мастерской заказываю. Эти багеты очень классные. Они, получаются, разных цен. То есть именно цены указывают заказчики, по какой цене хотят. Мгм. Вот, Ну, большое например, вы спасибо. Мгм. природу рисуете, да, вот вы сказали Батагай, да, Верхоянский город, да, и вы это побывали там, да? В Баймяконе? Да. Да, я тоже хотела спросить. В натуре рисовали, то есть ездили туда, да? Нет, я не ездила туда. Но очень хочется туда съездить и посмотреть, но я там не была. Ну тогда идеи вот с картинок берете откуда? С картинок, с фильмов. Идеи я ищу в Гугле, потому что я не знаю, я там не была, и горы смотрю, и, конечно, я информацию всегда ищу и изучаю, и после этого только делаю наброски. Но бывает, с натуры тоже пишу, но с натуры у меня более картины такие именно по Якутии, ну, по Якутску, да, и по ближайшей местности натуры картины. А так вот эти, именно это получается, я повторила картину известного художника, итальянца, потому что именно эту картину хотели, ну, сказали, увидели фотографию, но я изобразила, и им очень понравилось, они сказали, лучше оригинала, да. Вот. Так, спасибо большое за интересную встречу. Время у нас поджимает. Желаем вам творческих успехов. Да, У кого и не- встретимся завтра. Завтра уже будет мастер-класс у нас очередной. Каждую субботу у нас мастер-классы, которые ведет наша Алифа Тис. И приглашаем всех присоединяться, а также участвовать на конкурсе селфи в стиле Лонхо и на конкурсе рисунков. Это все по проекту «Вековые традиции через время и расстояние». Мы очень рады, что к нам присоединилась в нашу команду Алиф, и желаем, чтобы наше сотрудничество не прекращалось после окончания проекта. Мгм. Спасибо. Да, всего свидания. большого спасибо. Всего большое. хорошего. Спасибо. До завтра всем. До завтра.